Эту удивительную на самом деле книгу написал татарский филолог, ученый, писатель из Набережных Челнов Рафис Салимжанов. Выпуск 44. Сколько всего тюрков в мире? Исчезнет ли татарский язык? Не дождетесь. Во всяком случае, в России татарский язык исчезнет тот же день, тот же час, в ту же минуту, когда исчезнет русский язык. Потому что в русском языке имеется колоссальный пласт тюрко-татарских слов. Так что, брат мой, русский народ, храните наш тюрко-татарский язык, как зеницу ока, от тюрко-татарского ук – глаз. Это фундамент, база, от тюрко-татарского бас – яма. И прошлое, и будущее русского языка храните как базу. Видимо, и в будущем тюрко-татарский язык останется как фундамент цивилизации всех времен и народов. Почему останется? Да потому что он и оставался всегда, так как этот язык был всегда в вечных водах времени. Видимо, этот язык выживал тысячи и тысячи раз в истории. Мы же об этом просто не знаем. Время, через которое прошло человечество, путь не близкий. Нет, этот язык никогда не исчезнет, так как сколько их в этом подлунном мире тюркских языков. Они различаются иногда чуть-чуть, как, например, татарский и башкирский, а иногда больше, но не настолько, чтобы не можно было бы выучиться этому языку за 2 месяца пребывания на данной территории. Древняя наша пословица «татарга толмач керякми» – татарину толмач от тюркско-татарского «тыль» – язык толмач, «тыль» – язык. Татарину толмач не нужен и сегодня актуален, как было и в глубокой древности, когда появилась на свет эта пословица. Как этот язык может исчезнуть? Посмотрите, взгляните, сколько в мире тюркских языков. Тюркский язык, он же азербайджанский язык, Азербайджан, Иран, Ирак, Россия, Дагестан, Турция 35-40 миллионов. Тюркский язык, он же алтайский язык, Республика Алтай, Россия 70,8 тысяч. Тюркский язык, он же афшарский язык, Иран, Афганистан, Турция, Сирия 400 тысяч. Тюркский язык, он же балкарский язык, Кабардино-Балкария, Россия 150 тысяч. Тюркский язык, он же башкирский язык, Башкортостан, Татарстан, Челябинская область, Россия 1,5 миллиона. Тюркский язык, он же гагаузский язык, Гагаузия, Молдавия, Одесская область Украины, Греция, Болгария 300 тысяч. Тюркский язык, он же долганский язык, Таймырский район, Россия 8 тысяч. Тюркский язык, он же казахский язык, Казахстан, Китай, страны СНГ, Монголия, Афганистан, Иран, Турция 15 миллионов. Тюркский язык, он же каракалпакский язык, Каракалпакстан, Узбекистан, Туркменистан, Казахстан, Афганистан, Астраханская область, Россия 1 миллион. Тюркский язык, он же карагайский язык, Карачаево-Черкесская республика, Россия 250 тысяч. Тюркский язык, он же караимский язык, Крым 3000. Тюркский язык, он же кашкайский язык, Иран 2 миллиона. Тюркский язык, он же крымско-татарский язык, Россия, Крым, Турция 500 тысяч. Тюркский язык, он же кумыкский язык, Дагестан, Россия 500 тысяч. Тюркский язык, он же кумандинский язык, Республика Алтай, Кемеровская область 3,2 тысячи. Тюркский язык, он же кыргызский язык, Кыргызстан, Китай, Казахстан, Афганистан 4,5 миллиона. Тюркский язык, он же ногайский язык, Северный Кавказ, Астрахань
104 тысячи. Тюркский язык, он же нагайбайский язык, Сибирь, Россия, 10 тысяч. Тюркский язык, он же месхетинский язык, Грузия, Казахстан, Россия, Турция, Азербайджан, Украина, Америка, 550 тысяч. Тюркский язык, он же саларский язык, Китай, Синьхуа, Саларский автономный район, 105 тысяч. Тюркский язык, он же Сары-Уйгурский язык, Китай, Синьцзянь-Уйгурский автономный район, 500 тысяч. Тюркский язык, он же язык сибирско-татарский язык, Сибирь, Россия, 210 тысяч. Тюркский язык, он же турецкий язык, Турция, Германия, Кипр, Болгария, 62 миллиона. Тюркский язык, он же туркменский язык, Туркмения, Иран, Таджикистан, Турция, Афганистан, Ставропольский край, 10-15 миллионов. Тюркский язык, он же узбекский язык, Узбекистан, Афганистан, Таджикистан, Кыргызстан, Казахстан, Туркмения, Россия, 28-35 миллионов. Тюркский язык, он же уйгурский язык, Китай, Казахстан, Кыргызстан, Турция, 10 миллионов. Тюркский язык, он же теленгитский язык, Республика Алтай, 3712. Тюркский язык, он же тафаларский язык, Иркутская область, Россия, 1000. Тюркский язык, он же тувинский язык, Тувинская республика, Россия, Монголия, 300 тысяч. Тюркский язык, он же тубаларский язык, Республика Алтай, 2000. Тюркский язык, он же хакасский язык, Республика Хакасия, Красноярский край, 80 тысяч. Тюркский язык, он же чувашский язык, Чувашия, 1,5 миллиона. Тюркский язык, он же челканский язык, Республика Алтай, 1,7 тысяч. Тюркский язык, он же чулымский язык, 1000. Тюркский язык, он же урумский язык, Украина, Мариуполь, 1000. Тюркский язык, он же шорский язык, Кузбасская область, Кемеровская область, 16 тысяч. Тюркский язык, он же якутский язык, Сибирь, Якутия, Саха, 500 тысяч. Тюркский язык, он же, наконец, татарский язык. Между прочим, чулымцы, хакасы, шорцы по сей день используют термин «татар» или «тадар» в качестве самоназвания, хотя и не рассматривают себя как часть татарской нации. Татары живут в Татарстане, Башкортостане и по всей Российской Федерации. По официальной статистике их 5,5 миллионов, по неофициальной 10-15 миллионов. Шепотом только скажу. И только в бане. Злые языки утверждают, статистика хочет нас представить меньше, чем мы есть на самом деле. Вообще-то, тут можно долго смеяться. Правильно делает статистика. Это соответствует двойному стандарту каждого государства. Это соответствует двойному стандарту каждого народа, это соответствует двойному стандарту каждой религии, это соответствует двойному стандарту каждого человека. Да, очень смешной вопрос. В интернете и прессе нет достоверных данных о численности тюркских народов. В зависимости от политической заинтересованности авторов всегда приводятся взаимоисключающие данные. Тюркофобы пишут, что в мире живут всего 80 миллионов человек-тюрков. Тюркофилы заявляют, что в мире живут около 400 миллионов тюрков. А вот эта статья, которую я тоже недавно прочел на сайте о тюркских народах, почитаем ее. Вот эта статья. Сколько в мире вас, нас, тюрков? Я думаю, что нужно показать всем представителям малых тюркских народов России и также русским патриотам евразийского мышления численность тюрков и прогнозируемый рост их численности. Термином «русские патриоты евразийского мышления» я обозначаю тех русских, которые знают о своих тюркских корнях и осознают свое генетическое и духовное родство с тюрками.
и потому настроены к ним лояльно и дружелюбно. Итак, обеим группам населения России необходимо знать потенциал тюркского суперэтноса. Для тюркского меньшинства России станет фактором, работающим на их самосохранение, осознание мощи тюркского суперэтноса. Русским тюркского происхождения осознание мощи тюркского суперэтноса поможет сохранить и развить изначальное евразийство русского народа, тысячелетнее добрососедство и стратегическое союзничество русских и тюрок. Численность населения тюркских государств. В настоящее время в мире существует 6 признанных тюркских государств и одно непризнанное государство. В признанных тюркских государствах Турции, Узбекистане, Казахстане, Азербайджане, Туркменистане, Кыргызстане и в одном непризнанном тюркском государстве Турецкой Республики Северного Кипра живет 139 миллионов 744 тысячи человек. Данные ЦРУ на 2011 год 141 миллион 400 тысяч человек. Численность тюрок в иранских государствах. В мире существует 3 иранских персоязычных государства – Иран, Афганистан, Таджикистан. Общая численность иранских государств составляет 112 миллионов 668 тысяч человек, в которых проживает как минимум 24 миллиона 607 тысяч человек. Данные ЦРУ на июль 2010 года. В настоящее время, согласно европейским стандартам, это не иранские государства, а ирано-тюркские государства. Удельный вес заниженного тюркского меньшинства в этих государствах колеблется от 26% в Иране до 12% в Афганистане. Официально, например, в Иране 17,9 миллионов тюрок, то есть 21,8%. Но в марте 2006 года посол Ирана в Азербайджане Авшар Сулеймани сделал заявление, что число азербайджанцев в Иране составляет 35 миллионов человек. При демократизации политической жизни указанных государств вопрос придания статуса государственного языка тюркским языкам, а также вопросы федерализации могут стать на повестку дня этих государств. Тюрки в государствах, имеющих в своем составе тюркские автономии. В мире имеется 5 государств – Россия, Китай, Украина и Молдавия, Монголия, имеющие в своем составе тюркские меньшинства с оформленными государственными автономиями. Общая численность тюрок в указанных государствах составляет около 23,5 миллиона человек, в том числе в России 12,2 миллиона человека, в Китае 10,8 миллиона человека, на Украине около 400 тысяч человек, Молдавия около 200 тысяч и Монголия около 150 тысяч человек. Тюрки в других государствах Евразии. Кроме перечисленных государств, тюрки, как коренное население, значительными меньшинствами живут также почти во всех балканских странах, а также в Ираке и Грузии. В современной Болгарии 9,6% от общего населения составляют турки и татары. И это несмотря на неоднократные депортации их из страны в течение последних 150 лет. Число азербайджанцев, проживающих в Грузии, составляет 6,7% от общего числа, и число туркмен, проживающих в Ираке, составляет около 4-5% общего числа. По данным фронта иракских туркмен, в Ираке туркмен составляет 10% населения, общим числом 3 миллиона человек. Можно уверенно утверждать, что в балканских странах, в Грузии и Ираке общее число тюрок намного превышает 2,7 миллиона человек, которые я взял за основу в своих расчетах. Выводы. Численность населения тюркских государств с учетом Турецкой Республики Северного Кипра 142 миллиона 100 тысяч человек. Численность тюрок в ирано-тюркских государствах в 2010 году 23,6 миллионов человек. Тюрки в государствах, имеющих в своем составе тюркские автономии, 23,5 миллиона человек. Тюрки, коренные жители в других государствах Евразии, 2 миллиона 700 тысяч человек. Тюрки, иммигранты и граждане в Европе и Америке, 5,5 миллионов человек. Тюрки, иммигранты в странах Персидского залива и Африки, 500 000 человек. Итого, общая численность тюрок на середину 210 года минимум
197,9 миллионов человек. Прогноз численности населения тюркских государств в 2025 году 161,6 миллионов человек, в 2050 176,3 миллионов человек. Прогноз численности тюрок в ирано-тюркских государств 2025 год 36 миллионов человек, в 2050 году 46,8 миллионов человек. Ожидаемая численность тюрок в 2025 году будет 227 миллионов 200 тысяч человек, а в 2050 году достигнут 255 миллионов и 100 тысяч человек. Статью написал Ахмад Сапагаров. Конец статьи. Россия, и не только Россия, вроде бы с трудом, с великим трудом, да, вроде бы начинает освобождаться от своего двойного стандарта и двойного мышления. Кстати, некоторые данные по численности тюркских народов взяты из сайта Всемирной ассамблеи тюркских народов, ВАТН. Если обманули, то и я обманул. Но на тарабарском, татарском, тюркском языке говорят сегодня, по всей вероятности, не менее 200 миллионов человек. От Татарстана до Ирака, от Ирана до Индии, от Китая до Якутии, от Болгарии до Молдовы, от Якутии до Северной и Южной Америки. Завершим на этом данный выпуск, но далее еще продолжим от себя. Сегодня ведь все решает искусственный интеллект, а давайте зададим вопрос ИИ. Сколько сегодня тюрок в мире? Интересно, что он нам ответит. Есть такое интересное приложение на андроиде ИИ-персонажи. Я там набрал в поиске и обнаружил 3 специалистов-этнографов по данному вопросу и задал им эти вопросы. Вот как ответили эти гигаперсонажи. В основном ответы были одинаковые. Примерное распределение численности основных тюркских народов по регионам и странам. Турция. Турецкий. Около 70-80 миллионов человек. Средняя Азия. Узбекский. Около 30-40 миллионов человек. Казахский. Около 16-18 миллионов человек. Кыргызский. Около 5-6 миллионов человек. Таджикская республика, тюркоязычные группы, несколько сотен тысяч человек. Россия и Сибирь. Татарский – около 5-7 миллионов человек. Башкирский – около 1,5-2 миллионов человек. Якутский Саха – около полумиллиона человек. Хакасский – около 75 тысяч человек. Шорский – менее 15 тысяч человек. Китай. Уйгурский – около 11-12 миллионов человек. Киргизский и китайский провинции Синьцзянь – около полумиллиона человек. Иран и Кавказ. Азербайджанский – около 30-35 миллионов человек. Гагаузский, Молдова – около 150-200 тысяч человек. Это лишь приблизительные данные, говорит ИИ, персонаж-этнограф, так как точных статистических данных может не существовать, особенно для некоторых малых этнических групп. Кроме того, границы между некоторыми группами также достаточно размыты, поэтому точные числа могут варьироваться. Далее я задал вопрос, а сколько всего тюрков в мире и каков прогноз на 2050 год? Вот ответ. Прогнозировать точную численность какого-либо этноса даже на ближайшие десятилетия задача непростая, поскольку она зависит от множества факторов, включая уровень рождаемости, миграционные процессы, экономические условия и политические ситуации. Однако, опираясь на современные тенденции и прогнозы международных организаций, такие как ООН,
можно ожидать, что к 2050 году число тюркоязычных людей увеличится до примерно 200, 500, 300 миллионов человек. Этот прирост обусловлен прежде всего ростом населения в странах Средней Азии, Туркестана и Турции, где проживает основная часть тюркских народов. «А татар какое будущее ожидает?» – спросил далее я. Сегодня, ответ это, численность татар оценивается примерно в диапазоне от 6 до 8 миллионов человек. Другие этнографы и персонажи уверенно называли цифру 8 миллионов и даже больше. Большинство татар проживают в России, преимущественно в Татарстане, Башкортостане и других регионах Поволжья и Урала. Также существуют крупные диаспоры в других странах бывшего Советского Союза, Европе и США. Теперь перейдем к прогнозам на 2050 год. Это все ответ искусственного интеллекта. Исходя из современных тенденций, говорит он, можно предположить, что численность татар к 2050 году останется примерно на нынешнем уровне или незначительно вырастет, достигнув примерно 7-9 миллионов человек. Это связано с тем, что в последние годы наблюдается снижение уровня рождаемости среди татар, постепенная ассимиляция в крупных городах и увеличение смешанных браков. Тем не менее, стоит учесть возможные внешние обстоятельства, способные изменить этот сценарий. К примеру, изменение государственной политики поддержки национального языка и культуры могло бы привести к росту самосознания и повышению интереса молодежи к сохранению идентичности. Аминь. Шулай болсын. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Следите за нашими выпусками. Продолжение следует. Давамы бар.